В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Очередная неделя позади, и мы подводим итоги, вспоминаем и анализируем самые заметные события прошедших дней. В повестке дня очередного заседания Кабинета министров, которое состоялось на этой неделе, было более 30 вопросов. Правительством Абхазии утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за 2018 год и приняты отчеты об итогах деятельности 5 министерств и 6 государственных фондов. Отчет об исполнении республиканского бюджета представил министр финансов Джансух Нанба. Государственный бюджет за прошлый год по доходам исполнен на 95,6%. В основном исполнение обеспечили Гудаутский и Сухумский районы. Фактическое поступление собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составило 4 миллиарда 799 миллионов рублей при плане в 5 миллиардов 219 миллионов. По расходам при плане 10 миллиардов 534 миллиона 756 тысяч рублей исполнение составило 8 миллиардов 768 миллионов 867 тысяч рублей. В основном исполнение госбюджета обеспечили Гудаутский, Сухумский, Гулрыбский, Тхуарчалские районы и город Сухум. Доходы республиканского бюджета, как вам известно, формируются за счет собственных доходов и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации. Безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации поступает у нас по двум направлениям. Это финансовая помощь в целях социально-экономического развития Республики Абхазия и финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 и 2019 год. В 2018 году общий объем поступления доходов республиканского бюджета составил 7 миллиардов 200 миллионов рублей при плане в 7 миллиардов 521 миллион рублей, что составило 96% исполнения. По собственным доходам исполнение составило 90%, по финансовой помощи Российской Федерации исполнение 100%. За 2018 год в государственный бюджет поступило 95% налоговых платежей. Об этом на заседании правительства доложил министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых платежей: налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество и патент. А плановые показатели налоговых платежей, как курортный сбор, спецналог, налог на имущество, НДС, акциз и земельный налог, не были выполнены. Основной проблемой выполнения плановых заданий в работе органа является работа с задолженностями, отметил министр Даур Курмазия. Наблюдается динамика роста задолженностей по налоговым платежам. Ввиду необходимости систематизации работы налоговой задолженности, разбитой по категориям, при этом мы наблюдаем снижение текущей задолженности, взыскиваемой в текущем порядке, и наблюдаем рост задолженностей неурегулированных, просроченных задолженностей и рост задолженностей нереальных ко взысканию. В этой части у нас имеют место случаи, когда происходит согласование с налогоплательщиками, урегулирование сроков погашения задолженностей, но, к сожалению, таких случаев не так много, и большая часть работы направляется во взаимодействие со службой судебного. Отчет об итогах деятельности Министерства внутренних дел за 2018 год представил министр Гари Аршба. Сравнительный анализ криминальной обстановки в республике свидетельствует о значительном снижении количества преступлений общеуголовной направленности, отметил он. Так, за отчетный период совершено 782 преступления, что на 102 меньше аналогичного периода 2017 года. Снизился и уровень тяжких преступлений. Министр внутренних дел доложил членам правительства, что на основании поручения президента Абхазии ведомством разработан проект закона, направленный на усиление борьбы с организованной преступностью. Законопроект послужит реализации усиления оперативного контроля так называемыми преступными авторитетами, ворами в законе, лидерами уголовных группировок, которых необходимо изолировать от общества. Главная цель – это защита гражданского населения, предпринимателей и коммерческих предприятий, от членов преступного сообщества.
Гарри Аршба также сообщил, что в настоящее время процесс обмена общегражданских паспортов практически завершен. Но в паспортных столах остаются невостребованными до 7 тысяч готовых документов. Премьер-министр Валерий Бганба обратился к главам администрации районов и потребовал более жесткого контроля в вопросе пользования гражданами паспортов с истекшим сроком действия. Между тем, паспорта старого образца с 1 марта 2019 года недействительны. Однако некоторые граждане все же не спешат сдать документы на обмен паспорта, а многие не торопятся забрать уже готовый документ гражданина Абхазии. Возможно ли по паспорту старого образца получить справку или оформить какую-нибудь сделку? Репортаж Гугуцы Вардания. Процесс обмена паспортов гражданина Абхазии старого образца на новый был начат в 2016 году, но все это время старые паспорта были действительны. Срок их действия истек 31 декабря 2018 года. Однако в связи с тем, что к этому времени не все граждане успели обменять документ, срок действия старых паспортов был продлен до 1 марта текущего года. Все меньше людей обращаются в паспортные отделы за обменом документа, и это говорит о том, что процесс паспортизации граждан страны близится к завершению. Обмен паспортов проходит в штатном режиме, без осложнений. Судя по тем цифрам и количеству граждан, которые приходят на обмен, оно идет к завершению. То есть у нас на сегодняшний день забирают паспорта, уже выписанные в количестве больше, чем те, которые приходят на обмен. Поэтому могу даже назвать с точностью цифры. На сегодняшний день у нас принято количество граждан 130 476 граждан, выдано 112 368 паспортов, это уже находится на руках непосредственно. Готовы к выдаче 9 335 паспортов. На обработке в паспортных управлениях находится 8 498 паспортов. Всего распечатано на сегодняшний день 121 703 паспорта. Поэтому мы можем с точностью говорить, что с данной поставленной задачей мы справляемся. Но есть и граждане, которые не спешат сдавать документы на обмен паспорта. На последнем заседании Кабинета министров Абхазии премьер-министр Валерий Бганба обратил внимание глав администрации городов и районов, руководителей профильных ведомств на необходимость недопущения использования при оформлении различных документов паспортов старого образца. Мы решили выяснить, приходят ли граждане оформлять документы с недействительными паспортами. Есть люди, которые обращаются к нам с паспортами старого образца, но не просроченными. То есть они думают, что по этим паспортам могут совершать те или иные нотариальные действия. Мы им отказываем ввиду того, что даже имея срок действия, эти паспорта не могут быть применены в нотариальном производстве. На сегодняшний день паспорта нового образца получила большая часть граждан республики, но многие не торопятся забрать уже готовый паспорт. Сотрудники паспортных отделов Абхазии обращаются к гражданам страны с просьбой своевременно забирать главный документ гражданина Абхазии. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На заседании Кабинета министров с отчетом о деятельности за 2018 год выступил министр здравоохранения Томас Цахнакия. Как сообщил министр, за отчетный период ведомством реализовано 12 целевых программ. Среди них организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии, лечение граждан за пределами Республики Абхазия, укрепление материально-технической базы станций и отделений скорой помощи, совершенствование противотуберкулезной помощи населению Абхазии, медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и другие. Приоритетами в том числе являлись мероприятия, направленные на борьбу с социально значимыми заболеваниями, популяризацию культуры здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма, противодействие потреблению табака, борьба с ВИЧ-СПИДом. Все эти вопросы, а также профилактика неинфекционных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы, а также онкологических заболеваний, которые являются основными причинами инвалидизации и смертности, будет продолжен и в текущем году.
В Кадорском ущелье Абхазии будет создан еще один национальный парк. Его площадь составит 136 825 гектаров. Постановление об этом было принято на заседании Кабинета министров. Какие территории включит в себя новый парк? Об этом в репортаже наших корреспондентов. В территорию национального парка Кадорское ущелье войдут 3 участка – Верхнекадорский, Амкяльский кластерный и Скурчинский кластерный. В его границах также 18 населенных пунктов – Ажера, Бузгур, Дзыма, Сакен, Чхалта и другие. Общая площадь земель всех населенных пунктов составляет 10 036 гектаров. Кадорское ущелье станет самой большой охраняемой природной территорией в республике. На территории Абхазии, да, это будет самый большой национальный парк. А суммарно, если говорить о тех заповедниках и национальных парках, которые сегодня объявлены и функционируют в Абхазии, и плюс Кадорский национальный парк, то по показателям отношений особо охраняемых природных территорий к общей площади страны Абхазия будет занимать первое место в мире. Сохранение уникальных природных комплексов и создание условий для туризма и отдыха – главная цель создания национального парка. Кроме того, Кадорское ущелье планируют использовать в природоохранных, научных и культурных целях для познавательного и экологического туризма. Создание национального парка также будет способствовать трансграничному сотрудничеству с Российской Федерацией, необходимой для обеспечения безопасности района. Образование такого характера национального парка – это в первую очередь охрана природной среды, охрана экотопов, охрана ландшафтов, каковых являются уникальными на этой территории. Кроме того, границы национального парка будут граничить по главному Кавказскому хребту с российской территорией. То есть трансграничный переход будет охраняться, скажем так, для перемещения диких животных, скажем так, да. И желание охотников надо будет немного, чтобы остыло, и там организовывать природоохранные мероприятия и поставить это на должный уровень. В Кадорском ущелье, одном из самых живописных мест Абхазии, встречаются редкие растения и животные, которые занесены в Красную книгу. Благодаря созданию национального парка появится больше возможностей сохранить природные ресурсы этой уникальной территории. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы посетит Москву с рабочим визитом 1 апреля по приглашению руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе абхазо-российских переговоров состоится обмен мнениями по ключевым вопросам повестки двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Республики Абхазия. Особое внимание будет уделено усовершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Идентифицированы останки еще 2 бойцов Отечественной войны народа Абхазии – Цвижба Рауля Кантовича, 1964 года рождения, и героя Абхазии Хамитова Ахмеда Магометовича, 1957 года рождения. В Сухуме в парке Славы прошла церемония прощания, в которой принял участие президент Рауль Хаджимба. Путь длиною в 26 лет. Останки 2 бойцов Рауля Цвижба и Ахмеда Хамитова, пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии, идентифицированы. В соответствии с договоренностями между правительством республики и миссией Международного комитета Красного Креста в Абхазии с июля 2013 года начат поиск места захоронений и идентификации останков пропавших без вести в 1992-1993 годах. Проститься с героями и отдать им дань памяти в Парк Славы пришли ветераны Отечественной войны, матери погибших защитников, президент Рауль Хаджимба, члены правительства, представители оборонного ведомства, служащие Министерства внутренних дел, общественность. Специально на церемонию прощания приехала делегация из Чеченской Республики. Соболезновали всем обоим нашим братьям. Ахмед Хамитов прибыл в Абхазию по зову сердца в августе 1992 года. Воевал в группе Шамиля Басаева, принимал участие почти во всех военных операциях, проявил себя отважным, бесстрашным бойцом.
Последний бой Ахмед принял в июле 1993 года. Он был среди бойцов батальона «Горец», которые должны были высадиться на горе Ахбюг. Но тогда посадить вертолет и высадить десант не удалось. Во время посадки вертолет был подбит грузинскими гранатометчиками. Раненый и обожженный Ахмед Хамитов выскочил из горящего вертолета и, отстреливаясь, погиб. В 1994 году указом президента Владислава Ардзинба Ахмед Хамитов посмертно удостоен звания Герой Абхазии. Мы сюда приехали и не стали смотреть, где чеченец, где абхазец, где адык. Мы были братьями, потому что бок о бок пришлось воевать. Кого-то своим телом защитить от пуль. Приходилось вот такие моменты пережить. Сегодня мы здесь собрались проводить наших братьев в последний путь. Они среди нас останутся навечно. Они и все остальные, которые погибли за свободу Абхазии. Чтобы забрать останки Ахмеда Хамитова на родину, приехал его сын Умар. И сегодня высокий знак отличия отца, Героя Абхазии, на его груди. На момент гибели Ахмеда Умару не было и 3 лет, и он его практически не помнит. Все эти годы наша семья жила с надеждой на то, что отцу все-таки удалось выжить, говорит Умар Хамитов. Пока сюда не приехал, мы точно не знали, что он умер или не умер. Вот так. Надежда была, что он может быть заложником, в Грузии там поймали, может быть он как-то не мог, память потерял, как-то может быть живыми. Все равно душа спокойна, что нашли, вот, что похоронить, потом показывать, что это мой отец, чтобы гордиться. Вот отец мой, герой Абхазии, защищал абхазцев. В семье Рауля Свижба воевали все 5 братьев. Рауль был в составе 3-го полка 3-го батальона Пакуащ Восточного фронта. В боях проявлял мужество и героизм, за что и был посмертно награжден медалью за отвагу. Он был отважным бойцом, знал местности, был хорошим разведчиком, проводником. И мы заходили с ними в тыл врага и там доставали оружие и боеприпасы, трофеи. Бойцы Восточного фронта воевали в тяжелейших условиях. На оккупированных врагом территориях не хватало продовольствия и боевого снаряжения. Зимой 1993 года Рауль Свижба тяжело заболел. Ему была необходима срочная госпитализация. Было принято решение переправить его из Тупарчала в Гудауту. Но вертолет, в котором находился Рауль Свижба, не долетел до места назначения. Он потерпел крушение в районе Марухского перевала. Героический путь, пройденный нами, привел нас к победе. Именно это мужество, которое является примером, образцом для подражания будущего поколения, который показали как Хамитов Ахмед Магомедович, как Свижба Рауль Кандович и многие-многие другие, нас это привело к победе, к независимости и признанию. Огромная благодарность руководству страны, представителям Красного Креста за то, что возвращаются имена наших героев. Останки Рауля Свижба похоронили в родовом селе Пакуащ, а останки героя Абхазии Ахмеда Хамитова похоронят в родовом ауле в Чеченской Республике. Алика Трапш, Артур Каландия для событий недели. С 4 по 8 апреля в Абхазии пройдет 2-й Сухумский международный кинофестиваль, в программе которого будут представлены фильмы из Абхазии, России, стран Европы, Ближнего Востока и даже Северной Африки. Первый Сухумский фестиваль игрового короткометражного кино прошел в Сухуме ровно год назад и стал, пожалуй, самым ярким культурным событием 2018 года. Об особенностях первого Сухумского международного кинофестиваля, прошедшего в нашей стране в прошлом году, и о том, каким будет 2-й кинофестиваль, в репортаже Алики Трапш. Сухумский международный кинофестиваль – первый кинофестиваль международного уровня в Абхазии. Стартовал в 2018 году и стал одним из самых значимых событий в культурной жизни страны. Кинофестиваль объединил режиссеров из Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана, Туниса и Марокко. На участие в нем было подано 3500 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до
30 минут. На кинофестивале был представлен самый широкий спектр короткометражных картин – мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы и драмы. Церемония открытия первого Сухумского международного кинофестиваля была очень красочной, с красной дорожкой, с известными участниками и гостями в красивых вечерних нарядах, с интересными концертными номерами. В общем, все как и должно быть на подобных мероприятиях. По программе кинофестиваля каждый день шли 2 конкурсных блока, и в каждом по 5-6 фильмов из разных стран. Оценивали киноленты международное жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян. После каждого просмотра по традиции проходит обсуждение фильмов. У зрителей была прекрасная возможность спросить у режиссеров о процессе съемок. В последний день кинофестиваля состоялось награждение победителей. Также были отмечены лучшие режиссерская и операторская работы, а также лучшие сценарий и актер. В целом, первый Сухумский международный кинофестиваль прошел на позитивной волне. Организаторы масштабного мероприятия говорят, что и в этом году программа фестиваля будет не менее интересной. Вообще кинофестиваль подразумевает под себя в первую очередь просмотр фильмов и интересные конкурсные программы. Будут внесены кое-какие коррективы в плане просмотра, то есть мы немножко хотим расширить просмотр для нашей всей аудитории, то есть будет отдельный показ еще и мультфильмов. Все, конечно, режиссеры будут представлять свои фильмы, но на этом фестивале мы расширили географию, то есть иностранцев будет намного больше. В этом году на участие в кинофестивале СИФ было подано свыше 4000 заявок. Из них на конкурсную программу отобрали около 30 короткометражных игровых фильмов продолжительностью от 10 до 30 минут. В основном это картины режиссеров из России, стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А показ фильмов абхазских режиссеров состоится вне конкурса. Оценивать киноленты будет международное жюри, состав которого организаторы пока не раскрывают. Помимо основной программы кинофестиваля, организаторы СИФ готовят для гостей и экскурсионно-развлекательную программу. Подготовка идет полным ходом, мы практически уже готовы для того, чтобы принять гостей. Гостиницы готовы, развлекательные мероприятия для них также готовы, экскурсионные программы. Включили отдельную программу посещения национальной кухни, как проходит абхазское застолье. Я думаю, все это будет очень интересно и что-то новое. Все равно, когда человек для себя открывает новую страну, новую культуру, он старается прикоснуться к ней. И мы предоставим им такую возможность. Второй Сухумский международный кинофестиваль начнет свою работу 4 апреля, и любой желающий сможет прийти в Русдрам на бесплатный просмотр настоящего кино со смыслом. Аля Катрапш, Алексей Баструков для событий недели. Один из организаторов и идейных вдохновителей кинофестиваля, председатель Государственного комитета по молодежной политике, режиссер Тимур Квиквискири сегодня гость нашей программы. Директор Сухумского международного кинофестиваля рассказал некоторые подробности предстоящего события. Буквально через несколько дней в Сухуми начнется уже второй международный кинофестиваль. И хочется надеяться, что он станет традиционным. Вы предполагаете, да, его продолжение в дальнейшем? Обязательно, конечно. Но то, что он уже идет второй год, я думаю, что это уже традиция. Да, второй год продолжающаяся. Вот надеюсь, что и в последующие годы наш город будет встречать этот фестиваль. Расскажи нам немножко о подробностях этого второго фестиваля. Вот чем он будет отличаться от первого? Ну, прежде всего, конечно же, новыми участниками, новыми режиссерами, которые представят свои фильмы на нашем фестивале. Вот это около 30 фильмов, чуть больше 30 фильмов. Подавляющее большинство этих фильмов это из дальнего зарубежья, а также из России, Казахстана, Белоруссии и, естественно, Европа, Северная Африка, Азия. Вот у нас есть режиссеры именно с этих вот регионов. Континентов, так будет правильно сказать, материков. И это первое, чем будет отличаться. Второе, у нас будет, конечно же, небольшая церемония открытия в духе, так скажем, кино, юмора и театра, что-то в постановках в этом стиле, что-то вот будет постановочное. Ну и новое, наверное, у нас, естественно, новый состав жюри, который такой же весомый, вот об этом чуть поподробнее, да, году. Потому что вот в репортаже нам представитель Госкомитета ваш так и не раскрыл тайну, не сказал, кто будет в составе жюри. Может, ты немножко нам все-таки раскроешь секрет? Я бы тоже оставил бы это сюрпризом. Ну, все-таки есть церемония открытия и есть у нас красная ковровая дорожка, по которой будут шагать у нас
и члены жюри в том числе. Поэтому хотелось бы оставить это вот как эффект неожиданности. Вот у нас очень, скажем так, солидное у нас жюри, как и в прошлом году, в принципе. А так, если сравнивать с прошлым годом, то фестиваль мы не стали специально добавлять еще, то есть там документальное кино или увеличивать до полного метра, потому что сначала хотим набраться достаточного опыта для того, чтобы мы потом могли уже переходить на более широкий формат, уже на более, наверное, уже серьезный уровень. Но, значит, у вас есть в планах, да, уже? Да, обязательно, обязательно. Вот когда как раз таким станет традиционным фестивалем, когда уже и в России, и за рубежом о нем будут знать, как о достойном фестивале, проходящем на нормальном, серьезном уровне, вот тогда, наверное, мы сделаем шаг и тогда уже перейдем на следующий, так скажем, уровень фестиваля. Первый фестиваль все-таки проводить впервые, наверное, сложно, да, и я думаю, что вы сталкивались с определенными трудностями тогда, в прошлом году, организовывая мероприятия такого масштаба. Насколько в этом году было легче? Вот насколько люди, которые работают в кинематографе и заняты съемками короткометражного кино, вот откликнулись уже, да, на участие в этом фестивале? Была ли уже эта информация более распространена и отличается вот количество заявок, поданных в прошлом году и в этом году? Ну, так скажем, не сильно отличаются, но в этом есть большой плюс, объясню почему. Учитывая, что в прошлом году фестиваль проходил вообще впервые, и на всех сайтах, которые занимаются продвижением фестиваля, он впервые, да, был выставлен, то есть информация о нашем фестивале была выставлена. И мы фильмы принимали, производство которых там могло датироваться 2014 годом, 2015, 2016 годом, 2017. То есть в 2018 году, в прошлом году, мы брали фильмы, там довольно-таки, так скажем, по году производства уже старые, дабы набрать, конечно же, какое-то определенное количество. Но на наше удивление, в прошлом году даже мы имели успех, я считаю, потому что более 3500 фильмов прошло, да, заявок именно на наш сайт. Вот. Но в этом году, мы, учитывая, что в прошлом году там мы уже все фильмы, которые к нам пришли, отсмотрели, то есть в этом году мы поставили новые рамки. Фильмы не должны быть произведены позднее, чем 2018 год. А заявок от этого у нас никак не уменьшилось, даже чуть-чуть увеличилось, то есть до 4000 заявок к нам пришло. Поэтому я считаю, что эта сумма, конечно же, не сильно увеличилась, но учитывая, что это за новые фильмы, это уже говорит о том, что фестивале узнало большее количество людей по миру, чем в прошлом. Вот, поэтому это уже успех, и к нам с Африки, уже с другого континента. В прошлом году, например, не было у нас ни одной заявки с этого континента, а уже в этом году там достаточно большое количество было заявок с Северной Африки. Вот, и один фильм, кстати, мы все-таки отобрали. Да, об этом чуть поподробнее. Как вы отбираете фильмы? Из 4000 отобрать 30, это, наверное, довольно сложная задача. И кто участвует в отборе этих фильмов? Прежде всего, у нас есть программный директор, это Алексей Камынин, кстати, мой вот, однокурсник. Мы учились вместе в Москве на высших курсах сценаристов, режиссеров. Еще есть у нас Занда какая, тоже отсматривает программу. Вот. И в итоге 3 человека отсматривают программу, отсматривают все заявки, то есть огромное количество фильмов, которые к нам приходят, отсматривают 2-3 человека. Конечно, последнее слово за программным директором, потом за директором фестиваля, то бишь за мной, ну, потому что все-таки есть какие-то нюансы, которые, может быть, пропустить. А бывают споры, когда вы не можете определиться, вот один говорит нет вот этот фильм, а другой говорит нет вот этот. Да, они с прошлого года и в этом году они есть, да, эти споры, конечно же. Вот еще это все, спор заключается на уровне еще ментальности. Почему? Потому что программный директор, то есть он из России, да. Хотя он понимает колорит, знает традиции, обычаи, но тем не менее он смотрит
как вообще правильно, он смотрит на режиссуру, на сценарий, на то, насколько, на каком уровне сделан фильм. Он не смотрит на это до 16 или 16 плюс или 16 минус, то есть, да. И он смотрит на какие-то, там это не говорится о том, что там есть какой-то откровенная пошлость, так скажем. Конечно же, нет. Но какие-то нюансы, которые бы я не пропустил ввиду нашей ментальности, да. Но, тем не менее, фильм хороший. Иногда из-за этого бывают у нас споры, понимаете. Но, тем не менее, мы, конечно же, несмотря на то, что фильм хороший, но есть там какие-то, так скажем, неприемлемые кадры в фильме для нашей ментальности, для нашего видения, мы его не ставим просто в эфир. Хотя бывают фильмы достойные, не попадают, очень достойные, которые даже некоторые фильмы были. В прошлом году такое было, кстати. Были нам 2-3 фильма, которые не попали, хотя не то чтобы ничем-то не уступали, а по режиссуре гораздо были выше, чем некоторые оставшиеся в программе. Будут ли фильмы абхазских режиссеров принимать участие в фестивале в этом году? Да, в этом году будет принимать один фильм участие одного режиссера абхазского. Это новелла Михаила Лакарба, одна из тех 7 новелл, которые мы снимали при поддержке Мобайла. В прошлом году, кстати, да, была премьера прямо перед фестивалем. Вот, в прошлом году Инар Норманя, фильм Инара Норманя участвовал в программе «Меня зовут Махаз», который занял по итогам фестиваля 3-е место. Вот. А в этом году будет фильм, открою секрет, Джанико Джану Цурцумия представит свой фильм в конкурсной программе. Хочется вернуться немножко к итогам первого фестиваля. Что дал вот этот фестиваль для именно абхазских режиссеров? В плане опыта, в плане, может быть, продвижения, да, их работ дальше? Фестиваль, прежде всего, дает толчок, является каким-то движком для того, чтобы здесь, внутри Абхазии, забурлила жизнь именно в сфере кино. Чтобы кинематографисты, которые новые у нас появляются, вообще интерес к кино возник, как минимум. Чтобы у нас новые люди, молодежь поступала на актерские, поступала на режиссерские, на сценарные курсы в вузы России, может быть, и зарубежья дальнего. Вот в чем самая главная, наверное, суть этого фестиваля. И, естественно, большой плюс фестиваль еще несет такую смысловую нагрузку, как пиар Абхазии далеко за пределами ее. Учитывая, что в прошлом году у нас было такое большое количество участников с Европы, многие уже были наслышаны, те, которые уже заявки присылали, были наслышаны о том, что здесь был фестиваль, причем был на хорошем, серьезном уровне. А поверьте, допустим, я бывал на некоторых фестивалях в России из категории Б, С, А. И могу сказать с уверенностью, что наш фестиваль по организации, я никак не пытаюсь сейчас хвастаться или хвалиться тем, что было достигнуто, но по правде это достижение огромного количества людей, что фестиваль получился таким. В смысле не только мое достижение Госкомитета, а к этому приложили руки очень большое количество людей. И это очень важно. Подобные яркие процессы в любом случае влияют очень положительно на всю атмосферу города, и вообще Абхазии в принципе, и на молодежь, почему и Госкомитет по молодежной политике проводит подобный фестиваль, потому что молодежь должна воспитываться в здоровой атмосфере, в стране, где протекают подобные яркие процессы, где есть фестивали кино, где есть театральные фестивали. Кстати, почему тоже у нас должны быть, наверное, и театральные фестивали проходить, где есть просто фестивали искусств какие-то проводятся, где проходит какая-то культурная жизнь. И в этом смысле, конечно же, фестиваль делает свое дело. Я уверен, что в дальнейшем он будет также свою эту главную функцию поддерживать. Тимур, как мы знаем, все просмотры будут абсолютно бесплатными. Вот. Возникает такой вопрос. Все-таки это очень дорогостоящий проект. Как будет финансироваться фестиваль? Кто вам помогает? Вы знаете, вообще фестиваль сам по себе, он должен быть бесплатным, потому что главная цель фестиваля – это не сбор денег, а помогает, конечно же, хотелось бы поблагодарить прежде всего Беслана Агрба и Николая Ачба,
Это виноводы Абхазии, которые в прошлом году, как и в этом году, вот нам дают на самом деле очень серьезную поддержку финансовую, моральную. Вот, и, конечно же, дают нашим гостям возможность попробовать лучшие напитки, абхазские вина. Да. Хотелось бы поблагодарить еще компанию Амубайл, которая вообще очень часто и во многом поддерживает кинематограф. Это еще так вот, уже у них традиция так сложилась, что после поддержки тех 7 новелл, съемки 7 новелл, дальше уже вот они начали поддерживать и сам фестиваль. И за что на самом деле и благодарю. Вот, ну, сам Госкомитет является вообще, да, инициатором проведения этого фестиваля. И, конечно же, в бюджете у нас заложены определенные средства, за счет которых мы проводим этот фестиваль, но, естественно, при очень серьезной поддержке Беслана Родионовича Агрба. Вот, и у нас есть информационные партнеры, это генеральный информационный партнер «Спутник» и Абхазское телевидение, за что вас, конечно же, и благодарим. И вот поподробнее, да, немного о программе, которую вы подготовили для гостей, участников фестиваля. Как нам стало известно, будет экскурсионная, очень насыщенная программа. Да, все верно. Мы хотим по максимуму рассказать об Абхазии, показать Абхазию нашим гостям, которые приезжают из дальнего, в прямом смысле, из дальнего зарубежья. Если, допустим, режиссеры, которые приезжают из России, хотя бы наслышаны о достопримечательностях Абхазии, там озеро Рица, Новофонская пещера, то люди, которые живут далеко за ее пределами, может быть, когда услышали о том, что попали в число участников фестиваля, тогда, может, открыли Википедию, начали читать, что такое Абхазия, что там, какие достопримечательности. Но вот мы, естественно, как и в прошлом году, хотим показать все наши красоты, показать колорит, показать быт, показать вообще причину того, почему мы такие, потому что мы такие, вот, исходя из нашего быта, да. Бытие определяет сознание. Вот и наш колорит, наши традиции, все зависит от того, как мы живем, как мы думаем. И, наверное, им это, прежде всего, режиссерам это интересно. Я не просто так углубился в эту тему. Это же все-таки приезжают не просто туристы, это приезжают режиссеры. Им интересна вот самая глубина возникновения природы нашей. И природы, я имею в виду природы человеческой, да. И поэтому мы, конечно же, хотим не только показать там озеро Рица, Новофонскую пещеру, но еще и познакомить с бытом, кстати, хотим организовать им там поездки в семьи, в деревни, и плюс еще показать, как готовится абхазская кухня, они сами в этом поучаствуют. Я думаю, что им очень понравится, как в прошлом году все отсюда уезжали довольны, и потом очень долгое время писали нам письма из Европы, эти же участники, типа, с удовольствием еще приедем, и как у вас было хорошо. Некоторые писали, что мы вот сейчас находимся на каком-то европейском фестивале и вспоминаем ваш, потому что у вас было все гораздо теплее. Ну, а не было у них желания съемки здесь организовать, снять какие-нибудь фильмы? Да, или... они все здесь после того, как увидели природу, сказали, что здесь натура, и здесь столько просто зданий красивых, которые вот просто строить ничего не нужно. Это огромная, большая локация для съемочного процесса. Для них это граница. Очень серьезные проблемы. Сделать визу, приехать сюда, расходы большие. Плюс к этому еще наши соседи, недоброжелательные соседи, так скажем, они ставят, конечно же, очень большие палки в колеса. В прошлом году у нас из этого мы потеряли 2-3 участников, которым, например, вот немцу, которому из Бундестага позвонили и сказали, что если вы поедете в Абхазию, то вы должны это сделать через Грузию, либо вы не должны туда ехать вообще. Потом звонило посольство Грузии, ему звонили, угрожали, типа, что мы вас там будем судить и все прочее, там, ну, на родине. Ну, 2 участников отказались сюда ехать в итоге, но остальные приехали. Но это была наша ошибка в прошлом году, потому что, ну, мы не думали, что это выйдет вот на такой уровень. Мы разместили за 20 дней раньше, до начала фестиваля, как это вообще должно делаться, разместили фотографии режиссеров, которые к нам едут, и их фильмы. Вот. Естественно, как только они, видимо, мониторят у нас тут ситуацию, всю информацию,
Как только они узнали имена, фамилии участников, они начали им звонить, начали, так скажем, прессовать информационно, прессовать их, дезинформировать о том, что сюда нельзя ехать и почему нельзя ехать, опасно. У тех, у кого не проходило, они начинали уже угрожать тем, что у них будут проблемы на родине. Насколько такое смысловое кино интересно абхазскому зрителю? Ну, хочу сказать, что кино в Абхазии интересно людям. Вот, это также для меня было неожиданно, как вот неожиданно, наверное, походы, так скажем, походы в русский театр нашего зрителя, да, постоянно аншлаги. Меня это радует. Я говорю о русском театре и вспоминаю его, потому что у нас фестиваль опять в этом году в русском театре, за что и мы благодарим руководство русского театра и весь персонал, который активно нам помогает в проведении фестиваля. Вот и продолжая там мысль, которую я начал в начале, хотелось бы сказать, что и кино, вообще к искусству наш зритель, наш народ всегда был расположен. И всегда просто мы потеряли в какой-то момент, конечно же, вот эти 10-15 лет после войны, 20 лет после войны, да, где все пока стояло, пока только начинало там какие-то иметь обороты. Ну, и по прошлому году могу сказать, что неважно, смысловое кино это или зрительское кино, если это кино, если человек на экране видит кино в полном смысле этого слова, тогда это ему интересно. Потому что любое кино находит своего зрителя. Вот, кому-то нравится там комедия, кому-то нравится кино, где можно очень серьезно подумать, с таким каким-то серьезным, тяжелым послевкусием. На каждое кино у нас нашелся свой зритель. Я просто стоял после просмотров на улице и, выходя, молодежь или взрослое поколение обсуждал каждый свой фильм, который ему понравился. И редко это бывали одни и те же фильмы. Они обсуждали каждый тот фильм, который ему понравился, разные фильмы. А это могла быть комедия, могла быть и какая-то драма очень серьезная, где-то психологический триллер. То есть я уверен, что наш зритель прекрасно понимает и разбирается в кино. Я хочу пожелать вам успехов, чтобы все ваши задумки исполнились, и второй фестиваль стал таким лучшим продолжением первого. И, естественно, мы все надеемся, что он станет традиционным, и вы каждый год будете нас радовать такими яркими и значимыми культурными событиями. Спасибо, что пригласили. Мы тоже надеемся на благоприятное продолжение фестиваля. Еще одно заметное культурное событие состоится в Абхазии в начале апреля. Государственный академический ансамбль народного танца «Адыгеи Нальмес» посетит Абхазию с гастролями. 9 апреля ансамбль «Нальмес» выступит с благотворительным концертом в городе Тхуарчал. 11 апреля во Дворце культуры города Очемчира. 12 апреля в Доме культуры города Гудаута. В Сухуме сольный концерт ансамбля «Нальмес» состоится 10 апреля в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!